Дорожно-транспортное происшествие в Ульяновской области России унесло жизни 14 граждан Киргизии. Все они были трудовыми мигрантами, которые временно находились в Российской Федерации. На заработках 23 августа была объявлена в Кыргызстане днем всеобщего траура. Эта трагедия, случившаяся 21 августа на трассе М5 Урал между селами Просковина и Новоспасская Николаевского района, повергла в шок киргизстанцев. В микроавтобус, который стоял в очереди из-за образовавшейся на дороге пробки на полной скорости, сзади врезалась грузовая фура. В итоге Бусик уперся во впереди стоящий большой груз, то есть машину с пассажирами зажало между двумя грузовыми авто. Председатель объединения Кадамжей в Москве Амурбек Акматов сообщил о затыку, что среди погибших была супружеская пара родом из села Маркос Кадамжейского района Баткенской области. У них осталось 3 детей. В этом страшном погибло 3 выходцев из Кадамжейского района: 25-летний парень и супруги, которым было за 30 лет. Все они работали в Москве, они ездили для упорядочения своих документов, так как работали в качестве иностранных граждан на территории России, но попали в такую трагедию. Также стало известно, что 4 погибших в этой аварии были жителями Джалалабадской области, в их числе 22 и 23-летние жители села Учкаргон из Аксайского района, сообщила о затыку сотрудница Учкарганского айлакмато Бактыгуль Атантаева. Они 1999 и 2000 годов рождения. На протяжении последних 2 лет работали в России. Родители 23-летнего молодого человека также работают в Москве. Сегодня сотрудники органов МСО Ельного Аймака побывали у родных погибших, выразили свои соболезнования. Родственники сейчас ждут тело погибших для проведения похорон. Другие погибшие в этой аварии также являются трудовыми мигрантами из различных регионов Кыргызстана, которые отправились в Россию на заработки. Как сообщила МЧК со ссылкой на МИД страны, самому старшему из погибших было 63 года, самому младшему 22 года. Состояние пострадавших в этой аварии, которых госпитализировали в больницу, остается тяжелым. Вот что рассказал представитель посольства в России Алтынбек Амуралиев. Наши сотрудники побывали на месте происшествия, а также встретились с пострадавшими гражданами, переговорили с медиками. Несмотря на то, что госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, улучшения есть. В МЧК предоставили информацию по госпитализированным в Николаевскую районную центральную больницу Ульяновской области киргизстанцам. Это Алибаева Айгуль, 23 апреля 1981 из города Баткена, Бекназарулу Сеймык, 18 июня 2001 из села Сагмен Баткенского района, и Абдусалим Улута Алайбек, 13 ноября 1993 из села Мурку Таласского Ельного Аймака, Наакатского района Ашской области. По данным ведомства, 2 из пострадавших переведены в общую палату, 1 находится в реанимации. В МЧС также огласили имена и фамилии погибших киргизстанцев. Список выглядит следующим образом. Ашская область. 1. Абдулхамид Улужикибек, 20 августа 1990, Араванский район, село Гульба. 2. Бикмурзаева Диана Акилбековна, 4 сентября 1998, Наакатский район, Тауловский Аильный Аймак, село Муркут. 3. Кутманали Улу Симыкбек, 22 июля 1999, Араванский район, село Гульба. 4. Сулайманова Улкан Хакимовна, 15 октября 1976, Харасойский район, село Кинжикул, Джалалабадская область. 1. Жумналиев Шакирбек Аманалиевич, 24 апреля 2000, Аксайский район, село Учкаргон. 2. Мусабаева Ильнура Турганбаевна, 1 ноября 1980, город Джалалабад. 3. Арманбек Кизы Алина, 22 января 1995, город Ташкумар. 4. Турсуналы Улу Адилет, 5 октября 1999, Аксайский район, село Учкаргон. 5. Канабек Улу Азиз, 13 января 1976, Сузыкский район, село Жигач-Каргон, Баткенская область. 1. Абдулаева Айгул Ганикизы, 29 марта 1991, Кадамжийский район, село Маркос. 2. Акилбек Улу Майрамбек, 27 декабря 1997, город Кадамжей. 3. Кажомбаев Канабек Мухаммад Закирович, 12 октября 1986, Кадамжийский район, село Маркос. 4. Ирисбаев Алмазбек, 11 июля 1978, Кадамжийский район. 5. Арыстанбек Улу Нуртилик, 24 октября 1996, Баткенский район, село Табылги. День траура.
Власти Кыргызстана сообщили, что для доставки тел погибших граждан будет организован специальный борт. По данным утром 23 августа из города Ашакр в город Ульяновск РФ вылетит специальная группа во главе с министром чрезвычайных ситуаций Байбеком Ажикиевым, а вечером того же дня тела погибших граждан будут доставлены в Кыргызстан, после чего МЧ займется их транспортировкой на малую родину. Президент страны Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по случаю этой аварии, выразив соболезнования родным и близким погибших, а также объявил 23 августа днем всеобщего траура в Кыргызстане. Это невосполнимая утрата, глубокой болью отозвалась в сердцах всех. Мы с большой скорбью восприняли известие о том, что наши соотечественники попали в дорожно-транспортное происшествие. Я понимаю и разделяю боль родственников погибших, им сейчас очень тяжело. В таких случаях трудно говорить слова сочувствия, и все же я приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате аварии. Я разделяю со всеми вашу скорбь и прошу Всевышнего, чтобы он даровал вам силы держаться, терпения. Помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии обязательно будет оказана. Данный вопрос будет под моим личным контролем. Глава Кабмина Кракилбек Жапаров, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная помощь. Когда у мигрантов будет безопасность? Эта страшная трагедия вновь вынесла на повестку дня вопрос о государственной поддержке кыргызстанцев, находящихся на заработках за рубежом. Ранее власти страны обещали, что будет повышено внимание к проблемам мигрантов. Наряду с этим высказывается критика в адрес посольства в России по поводу того, что кыргызстанцы периодически поднимали вопрос о новых миграционных требованиях властей РФ, но представительство вовремя не отреагировало на это. Экс-депутат Жогорку Кениша Абдывахап Нурбаев считает, что в связи с последним должна быть рассмотрена ответственность посольства. Когда Кыргызстан вступал в таможенный союз, позже ЕС лет обещали, что будет свободное передвижение товаров, капитала и трудовых ресурсов, но случившееся показывает, что эти требования не выполняются и нашим гражданам чинят различные препятствия. Наши власти не могут потребовать выполнения обещанных условий. Такое чувство, что посольство вовсе не работает, потому что надо было вовремя создавать условия для трудовых мигрантов и своевременно обращать внимание на этот вопрос. Тут есть и ответственность наших чиновников, которые курируют вопросы миграции в Кабмине. Как стало известно, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СКРФ уголовное дело по факту этого, а также установить все обстоятельства аварии, изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств и проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей. В России трудится около миллиона кыргызстанцев, которые ежегодно отправляют на родину более $2 миллиона, что фактически составляет треть республиканского бюджета. Нередки трагические случаи гибели кыргызстанцев в РФ. Одним из самых страшных происшествий за последние годы стала смерть 17 девушек и женщин из Кыргызстана, которые погибли в 2016 году при пожаре в московской типографии. Тогда тоже власти обещали, что поддержка мигрантов будет усилена.